4 ноября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 9,96 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2139 до 10,15 сомони, 1 евро от 9,9677 до 9,93 сомони, 1 российский рубль от 0,1620 до 0,1635 сомони. В Душанбе заметно подорожали куриные яйца. Цена одного яйца сегодня стоит не менее 1 сомони 40 дирхамов, а яйца порсион в супермаркетах продается по 1 сомони 75 дирхамов за штуку. В регионах цена одного яйца достигает 2 сомони. В начале года в столице средняя цена на одно куриное яйцо была равна 85 дирхамам, в регионах до 1 сомони. Некоторые продавцы связывают подорожание с экспортом яиц. По данным агентства экспорта Таджикистана, только за 4 месяца этого года Таджикистан экспортировал около 18 миллионов яиц. По информации таможенной службы, за 9 месяцев текущего года экспорт животноводческой продукции составил более 1,8 миллионов долларов. Производитель называет одной из причин подорожания яиц дороговизну комбикормов для птиц, ведь от цены на них напрямую зависит и цена на куриные яйца. Комбикормы для птиц и его компоненты, включая пшеницу, кукурузу, сою и подсолнечник, в основном импортируются из-за рубежа, в том числе из Казахстана. Валовый внутренний продукт Таджикистана по итогам третьего квартала этого года сложился в размере свыше 79 миллиардов 300 миллионов сомони. По данным Министерства экономического развития и торговли страны, объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,8%. В структуре ВВП за этот период преобладали сельхозпродукция 25,5%, промышленная продукция 17,7%, розничный торговый оборот 15%, другие услуги 17,4%. По статданным, объем производства сельхозпродукции за 9 месяцев этого года составил 33 миллиарда 563 миллиона 600 тысяч сомони при росте 7,8%. Этот показатель в промышленности составляет более 30 миллиардов сомони при росте 18%, чем годом ранее. Ранее сообщалось, что власти Таджикистана планируют превратить республику в ближайшие десятилетия в развитую индустриально-аграрную страну. Одна из основных задач национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года является переход модели развития Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Таджикистан за 9 месяцев этого года получил гуманитарную помощь от 57 стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным таможенной службы республики, гуманитарная помощь от стран-доноров за указанный период поступила на сумму 110 миллионов 374 тысячи 700 долларов. В общей сложности республика за 3 квартала текущего года получила свыше 11,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. За указанный период в Таджикистане в качестве гуманитарной помощи поступила мука, растительное масло, лекарства, медикаменты, продовольственные товары и многое другое. В тройку главных доноров Таджикистана вошли Китай 32,5%, США 31% и Индия 5,4%. Коммерческие банки Узбекистана не готовы возобновить прием российских карт МИР. Об этом заявил председатель правления Центробанка страны Мамерезо Нурмуратов в кулуарах экономического форума в Самарканде. По словам Нурмуратова, на данный момент для обслуживания карт в системе коммерческих банков существуют большие риски. При этом он рассказал, что Россия и Узбекистан работают над облегчением проведения безналичных платежей для россиян. В частности, возможно создание механизма, благодаря которому россияне смогут покупать суммы еще до приезда в Узбекистан. 23 сентября Единый банковский прогрессинговый центр страны Ускарт сообщил о приостановке обслуживания карт МИР по техническим причинам. Число россиян, приехавших в Узбекистан в январе-сентябре этого года, выросло в 2,1 раза по сравнению с 2021 годом до 395 тысяч человек. В третьем квартале Центробанки преимущественно развивающихся стран приобрели в свои резервы рекордный объем золота. За квартал они выкупили почти 400 тонн металла. Также растет интерес к золоту частных инвесторов и ювелиров, но котировки сдерживают рекордные продажи биржевыми фондами. До конца года цены будут держаться в текущем диапазоне от 1600 до 1700 долларов за унцию, считают аналитики. По данным World Gold Council, производство золота в мире в третьем квартале выросло лишь на 1% до 1215,2 тонны.
При этом потребление металла увеличилось на 28% до 1181,5 тонны. Основной причиной роста спроса стало резкое увеличение покупки металла центробанками. По оценкам World Gold Council, в третьем квартале они купили рекордные 399,3 тонны, а их доля в спросе достигла трети. С начала года центробанки приобрели 673 тонны, максимальный объем с 1967 года. Крупнейшими покупателями, раскрывшими показатели, стали центробанки Турции 30 тонн, Узбекистана 26 тонн, Катара 15 тонн. Покупатели еще более 300 тонн не раскрываются. Как поясняет World Gold Council, не все регуляторы сообщают о золотых запасах, а часть из них делают это с задержкой. Так, Народный банк Китая в 2009-2015 годах купил более 600 тонн золота, а объявил об этом только в середине 2015 года, показав рост запасов металла в 1,5 раза – до 1658 тонн. В следующие 3 года он регулярно сообщал об операциях, но с конца 2019 года вновь перестал.